Я подобрал гуще. И он лезет забег. А вы кажете, ребята не собирались. Это уже треба душить за это. Будем сейчас. Ленина было новое экономическое. Допустите, вы работу. Не кажется ли вам нелогичным сначала обвесить референдум, да, и не определившись еще с вопросами? Идет большая информационная кампания по этому вопросу, да, и люди в недоумении, там собрались там 4 движения, да, партии, вот, и говорят, а давайте что-нибудь мы сделаем, а потом сами задают себе вопрос, а что мы будем делать? Чому ми почали, не винісши це питання одразу, не назвавши? Тому що це от, как бы, позиція Лукашенка, який каже, я ведаю за вас лепш, що вам треба. Я вам кажу, що буде так, так і так, і хто не згодний, то я знайду сродок це переконати. На жаль, тут как бы, у опозиції менше сродків переконати, і не такі, як у Лукашенка, тих, хто не згодний. Тому це не тупиковий шлях, так ніколи не нельзя йти. Розмова з народом – це так само частка, елемент кампанії референдуму. Ми повинні пройти про це зустрічі на ринках, про зустрічі на вулицях городов, про розмову з людьми. Сказати, що люди, ведаєте, ми не приходимо до вас з некими готовими схемами і рецептами. Ми прийшли до вас, щоб вислухати вас, щоб ви назвали свої проблеми. Ми вже ведаємо, що вони скажуть, скажу щиро, тому що соціологія про це говорить. Ми працюємо з людьми не перший год, ми з ним зустрічалися і до цього. Ми ведаємо вже ті теми, які зараз болючі для людей. Но без того, как дать можливість людям виказатися і втягнутися в эту кампанию, вони ніколи не відчують себе часткою цієї кампанії. Вони не повірять, що це то, що треба їм особисто. Вони скажуть, це знову політики придумали для себе нечто. І вони з цим прийшли і хочуть від нас ніякої підтримки. А ті спитали вони нас, ті нам це потрібно. Коли пану Губаревичу за год до виборів нема чого робити, який це кандидат? Це так, це смішок називається. За год тільки починається, це вже поздно. Сьогодні вже повинні ми ведати одного, щоб ми перемогли почварний режим. Чому? Чому ти не можеш без цієї веди працювати? Я ось не розумію. Як працювати? Ви поглядіть, шановне панство, обласний город, серце Білорусі, Вітебськ. Альгер тут тупо Чутин. Поглядите, сколько оппозиции собралось. 4 человека. И вы кажете, это питание того, что референдум нельзя накладывать на выборчие кампании. Выборчая кампания почнется мясцовая, и почнется у кожной улицы будет прозвище одиного, и пошло, все, починается праца, раскрутка. Мы же не идем в мясцовые кампании, как стать депутатами там. Не, это смех, это так само смех, это мроя, это чепуха. Мы идем, как в 2015 году, стать дорослыми и зайти перемогчи. Ты отказал сам на свое питание. Ты сказал, что мы идем не для того, как перемогать. Мы идем для того, как стать подмурком для одиного. Так вот, референдум это той самый подмурок. Что мусить робить год один, коли мы ему программу не пропонуем, не распрацуем, Да что это? то ничего, почекай, Что ты да слухай других так само, не только себе. Так референдум для того и проводится, как подрыхтовать программу для одиного. Вы же не определились с аудиторией. Она за референдум или против? Давайте определимся. Исходя из этого, постройте свою беседу. Если люди против, убедите их, что они за. Должны. Потому что ваша речь, которая размещена, я посмотрю, она очень убедительна. Надо может просто не людям сказать, а не то, что как обычно мы говорим. За что нас убеждать не надо. Давайте спросим, вы за референдум или против? Исходя из этого, построим беседу. Мне импонирует такая вот эмоциональность Леонида, и его такая вовлеченность в политику и желание чего-то достигать. Побольше бы таких людей. Это я считаю замечательно. Ну, может быть, я иначе понял, и я хотел свою мысль донести. Референдум как таковой проводиться не будет. Это программа, кампания называется «Народный референдум». А фактически будет активный опрос общественного мнения и сбор этого мнения в одну копилку для того, чтобы потом это было подмурком программы единого кандидата. Я думаю, что здесь очень важно не играть с обществом в какую-то непонятную игру. Я хочу, чтобы референдум был. И мы заставляем этими подписями власть
пойти на этот референдум и говорим про этот референдум. Он может быть в разных формах в итоге. Да? Например, в 2015 году приходит к власти кандидат, которого мы с вами выдвигаем, и тогда он говорит, ну, референдум, возможно, этот не нужен. А может быть, он все равно ему будет нужен, да, чтобы легитимизировать правильные решения. И кажется, еще больше нужен, чем вот этой старой власти. Поэтому все-таки, как говорят американцы, чем проще, тем лучше. Стране нужен новый референдум.